Совсем недавно известная международная неправительственная организация Transparency International, которая занимается как раз темами коррупции, борьбы с коррупцией, опубликовала свой ежегодный индекс восприятия коррупции за 2015 год. И первые 15 строчек в этом индексе, то есть это самые чистые, самые некоррумпированные страны, первые 15 строчек заняли государства с устойчивой демократической системой, правовым государством, свободными средствами массовой информации, честными выборами, независимым судом. Единственное исключение – это островное государство город Сингапур, уникальный пример страны, где есть правовое государство, нет полноценной демократии, многократно описан этот пример в учебниках, в научной литературе, но это, как в нашей известной поговорке, то самое исключение, которое подтверждает правило. Кроме Сингапура, все остальные страны в верхних строчках рейтинга – это демократические свободные страны. Наша страна, к сожалению, заняла в этом рейтинге 119 место из возможных 167, расположившись между Гвианой и Сьерра-Леоне. То, что самые чистые, самые прозрачные, самые некоррумпированные страны – это страны демократические, страны, где есть честные выборы, страны, где есть сменяемость власти, страны, где есть независимые средства массовой информации. Это, конечно же, не случайность и не совпадение. Потому что давно, многократно и убедительно доказано, что самый лучший способ противодействия коррупции и защиты прав граждан – это именно сменяемость власти, это честные выборы, это свобода средств массовой информации. Это такая система, в которой государство зависит от граждан, в которой власть находится под контролем общества, а не наоборот. Все федеральные телеканалы в нашей стране находятся под контролем правящего режима. Потому что парламент в нашей стране, по незабываемым словам его собственного спикера, господина Грызлова, это не место для дискуссий. Потому что выборы у нас в стране, результаты выборов определяются не теми, кто голосует, а теми, кто и как считает. Потому что уже 16 лет, начиная с марта 2000 года, ни одни общефедеральные выборы в Российской Федерации не были признаны свободными и справедливыми международными наблюдателями. Потому что уже 16 лет, практически целое поколение, у власти в нашей стране находятся одни и те же люди. Вот мы сейчас с вами находимся в городе, который одно время носил имя Леонида Ильича Брежнева. Так вот, нынешний правитель России, Владимир Владимирович Путин, уже практически сравнялся с Леонидом Ильичем по количеству лет, проведенных у власти. И достаточно просто сказать, что вот наши сограждане, которые достигнут совершеннолетия и придут голосовать впервые на президентских выборах 2018 года, это будут люди, которые родились при Владимире Путине. И это на самом деле страшно, и это абсолютно неприемлемая ситуация. Потому что несменяемая власть – это всегда коррупция, это всегда злоупотребление, это всегда застой. И именно в этом, на мой взгляд, корень очень многих проблем, с которыми сегодня сталкивается наша страна. Мы, представители оппозиции, представители движения «Открытая Россия», партии «Народная свобода», выступаем за другой путь. Мы считаем, что есть другой путь. И не нужно изобретать велосипед. Он доказан, уже неоднократно доказан многими успешными странами. Мы считаем, что власть должна регулярно меняться на честных выборах. Центральная власть, региональная власть, муниципальная власть. Потому что именно сменяемость власти, а не какие-то там репрессии или показные кампании, лучший, самый действенный, самый эффективный способ борьбы с коррупцией, с узурпацией, с нарушениями прав граждан. Некоторое время назад инициативная группа, в которую я входил, создала сайт, на котором мы призвали всех горожан отправлять фотографии, информацию о проблемах городского благоустройства, которые они видят. Если представить себе жизнь обычного человека, это работа, естественно, семья, свободное время, отдых. Мало у кого из людей вот в эту идеальную картину своей жизни входит обращение и работа, претензий к государству, к государственным органам, переписка с ними, изучение каких-то статей, кодексов, и все это продолжается бесконечно. Поэтому мы сказали людям, что, друзья, вот вы идете с работы, и вам от остановки до дома пройти, не замочив ног, вот не получается. Вы сфотографируйте самые глубокие лужи, отправьте нам, а мы превратим эти фотографии в обращения официальные и поработаем с ними. И вот таким образом нам удалось создать довольно большой поток входящих обращений. Дошло до того, что наши управы, то есть руководители управ, сотрудники, те, которые обязаны заниматься обращениями по закону, пришли к нам, попросили назначить встречу и попросили сообщать о проблемах до того, как мы официально отправим обращение.
Мы пошли им навстречу и начали сотрудничество с ними в более плотном варианте. И это сотрудничество было плодотворным. Затем, через 2 года после существования нашего портала, власти решили перехватить инициативу и создали такой же портал, который помогал гражданам решать проблемы уже официально от своего имени. И сейчас мы видим, как они готовятся, как власть готовится к этим выборам. Вот буквально последние 2 месяца несколько новых законов приняты, как раз по ограничению наблюдателей. Вы об этом знаете, конечно. Да? Крепостное право, так называемое, для наблюдателей введено, что наблюдатель может регистрироваться только на одном участке и только на нем может работать. То есть, как раньше было, если вот вы сидите на участке, и у вас все нормально, а на соседнем там начинают вдруг фальсифицировать, вы туда бежите там и там вмешиваете. Сейчас вы так не сможете сделать, потому что вы будете прикреплены к одному конкретному участку, и более того, вы должны быть к нему прикреплены минимум за 3 суток до дня голосования. Другими словами, власть будет знать за 3 дня до выборов, какие участки закрыты наблюдателями, какие не закрыты. И на тех, где не закрыты, мы понимаем, что они могут делать все, что угодно. Вот, но мне кажется, единственное, что здесь можно противопоставить этому, это общественная реакция, и гражданскую реакцию, гражданскую мобилизацию. Не быть равнодушными, не делать вид, что этого не происходит. И мы помним, в конце концов, что 5 лет назад, когда они устроили эти фальсификации, они получили Болотную площадь, они получили 100 000 человек в центре Москвы с протестами против этого режима. И вот нас любят обвинять кремлевские, в смысле оппозицию, что мы там революцию потом готовим, еще что-то. Вот мы с вами тоже в диалоге сейчас это возникло. Мы не готовим никакую революцию, мы не хотим никаких революций. Мы хотим мирного, спокойного, конституционного перехода власти. Революцию готовят те, кто фальсифицирует выборы. Потому что раз за разом, год за годом, если людей красят их голоса, в конце концов люди возмутятся и выйдут на улицу. И поэтому самый лучший рецепт для недопущения никаких революций – это честно считать голоса и честно проводить выборы. Рузиль Лафанды айтып кетсеңиз, мына бүгүн инде ушу коррупция хакында, юллар хакында сөз көтөрдүңүз, офшорлар хакында сөз көтөрдүңүз. Мына ушу инде сайлоо алдынан не үчүн юллар, ошондой коррупцияларны көтөрдүңүз? Әлеге юллар темасы шоу үшін актуаль болмалы, чөнки көптен түгел открыт ачык халык фронты дейтигеннен открыт народный фронт Путиндагы алар килеп Шоулы шәһәрен юллар буенча кызыл зона кертиләр. Билгеле булганча инде узган елда без Шоулыга 1 миллиардтан артык 1,6 миллиард суммада акча бүленеп бирелгән иде. Шуның хисабына инде Сөембикә ясалды һәм башка юллар. Быел да республикадан бүленеп бирелде 1 миллиард сум акча. Һәм монда әйтеп киткәнебезчә инде без шундый фикерләргә килдек. Россиядә 1 километр юлны төзү Европа белән чагыштырганда 4 тапкыр кыйбатрак, ә Кытай белән чагыштырганда 8 тапкыр кыйбатрак килеп чыга. Шуңа күрә юллар проблемасы дип әйтәм. Сорау команда бүген актуаль безнең шәһәр халкы өчен, чөнки күп кенә комплексларда, күп кенә мәсәлән Зяб бистәсен алып, Орловка бистәсен алып, аларда команда юллар батыр чокыр. Һәм гомумән алганда инде тишекләрне йому белән түгел, юлларны тәртипкә кертү турында менә фикер йөрттек бүген һәм офшорлар белән дип әйткәндә инде гомумән алганда статистика буенча Россиядән ел саен 150 миллиард доллар акча офшорларга китә һәм алар киреләр Европадан әйләнеп кайта. Һәм менә анда тагын дигән сүзләрнең берсе булды инде. Әгәр дә офшорларга китмәгән акчалар калсалар чалларны түгел, гомумән Россия буенча безнең юллар проблемасы дураки дороги дигән проблема инде күптәннән хәл ителгән булды. Һәм бүген безнең фикер алышуы шулай дустана мөнәсәбәттә булды. Яңа идеялар алабыз һәм аңа таба депутатлар инде чалгы эшләргә